Доброе утро, мы рады вас всех приветствовать. Сегодня на канале НВК Саха приветствуют вас те, кто рано встает и тому, наверное, что-то кто-то подает. Бог подает. А Бог подает Ивану Луцкану и Ларине Сукуевой. Добро пожаловать в новый день. А тем временем на календаре 17 мая, день недели четверг. И сегодня во всем мире отмечается День связи и информационного общества, а также вот для меня лично не совсем понятный день, Международный день борьбы с гомофобией. Зачем Не будем бороться? комментировать этот день. А в старину, в этот день вспоминали святую Пелагею. Именно поэтому сегодня свои именины отмечают все Пелагеи, а также Никиты, Кириллы, Николая и Иваны. Впрочем, как мне кажется, Иваны могут отмечать свои именины каждый день. Да, очень хорошие люди. И Иван с именинами. Да, спасибо. Ну а мы продолжим нашу программу с прогнозом погоды. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 9-8 градусов со знаком плюс. Днем ожидается там 10-20, в Заречье 13-8, днем ожидается 14-19. На юге утром было 4-3 градуса тепла, днем ожидается плюс 8, плюс 14. В Вилюйской группе улусов плюс 1, плюс 4. Это утренняя температура, дневная 12-15 со знаком плюс. В Нижнеленских улусах утром было плюс 13, а где-то минус 5. Днем ожидается плюс 1, плюс 22. На западе утром было плюс 8, минус 1, а днем будет прохладно, плюс 7, плюс 22. В Колыме-Дигирских улусах 9-11 с минусовой температурой. Это утренняя температура, дневная минус 5, плюс 13. В Янских улусах минус 5, минус 8, а днем ожидается минус 4, минус 1. На северо-западе утренняя температура минус 9, минус 13, а днем ожидается минус 11, минус 5. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 9 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер 2,7 метров в секунду, а днем ожидается 15-17 градусов тепла. Вот такие новости были из мира погоды. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш утренний эфир. Иван Петрович, у меня к тебе вновь утренний вопрос. Сколько времени ты проводишь вместе со своим сыном и что вы вместе делаете? Не, вообще сложно посчитать, сколько конкретно, да, ну там в зависимости от дня, работы, ну стараюсь проводить сейчас времени больше, но чаще всего уроки делаем, играем, гуляем, сейчас вот активно на свежем воздухе. А давайте посмотрим, что на этот вопрос ответили наши горожане. Я целый день провожу. Я сижу по уходу и целый день сижу с детьми. У меня сын, получается, в школу ходит, то есть мы с ним уроками занимаемся. А дочь у нас неусидчивая, поэтому как она захочет, так и будет. Мы в основном игрушки играем. То есть пирамидки, вот это все ей интересует, а вот книги пока нет. В субботу, воскресенье они обычно могут с детьми. А так все с утра до вечера на работе. Со своими детьми достаточно много времени, наверное, часов 5-6. Играем, учим различные цифры, то есть много всего. Одной 10, а второму 4. 5-6 часов это средняя, да, то есть в идеале хотелось бы больше, но так практически 24 часа в сутки я с ними вместе. У меня дети маленькие, то есть в основном прогулки, то есть у меня 2 года, год и 8 и 2 месяца дети. То есть они в основном гуляем и то есть, свежим воздухом дышим. Так, в основном в парке, на природу выезжаем, то есть когда время есть. Для развития, в принципе, надо побольше проводить, чтобы они развивались. По-разному, где-то как минимум часто точно. В смысле, это если игры иметь в виду. Гуляем очень часто мы, да, вот в парк ходим сюда, на Водяновку ходим, играем, да, иногда в игры настольные. Мне кажется, вот если качественно час в день, то этого вполне достаточно. Гулять только в парке и здесь. Я работаю здесь. Соками и печенье угощаю. Ой, 24 часа, наверное, в сутки. На свежем воздухе проводим время. Гуляем часто, на природу выезжаем. Пока учим предметы, что где находится. Вот, читаем 1, 2, 3 учим.
Для каждого из нас очень важно быть трудоустроенным. Но иногда, чтобы найти то самое место работы, может пройти очень немало времени. А для людей с ограниченными возможностями порой это бывает даже намного сложнее. Так, недавно в Якутске прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Христофор Иванов, выпускник Якутской речевой школы, с прошлой осени ищет работу. На ярмарку пришел по совету матери. Настроен молодой человек решительно вносить свою копеечку в семейный бюджет. Я хочу найти работу на компьютере, чтобы работать было. Фотошопить умею, всякие штучки. Ну, разбираюсь хорошо с компьютером. Все работы хороши. Девиз ярмарки, организованной Центром занятости города Якутска. 14 работодателей выставили 45 рабочих мест, среди которых бухгалтеры, юристы, консультанты, дворники и другие. У нас состоят на учете в поисках работы около 170 граждан с инвалидностью, которые хотели бы сегодня же трудоустроиться. Да? Сегодня же утром, вот с 9:30 часов у нас прошел семинар для работодателей, которые на сегодня не исполняют, к сожалению, закон о квотировании рабочих мест. И около 40 работодателей были на данном семинаре. Мы рассказали полностью и проинформировали данных работодателей, какие есть меры поддержки службой занятости, какие есть новые мероприятия. Спустились после этого семинара 3 работодателя, которые, открылись тут же, открылись у них новые рабочие места. Мероприятие новое – это сопровождение при трудоустройстве инвалида, и где будет, возмещаться заработная плата работодателю и за то, что будет определять наставника. То есть это первые 4 месяца мы будем им возмещать. Работодатели тоже постоянные участники ярмарки, среди которых есть и крупные компании, и индивидуальные предприниматели. У нас на данный момент на этой ярмарке представлены 2 вакансии: мойщик инвентаря и пекарь. Но у нас пекари с инвалидностью работают, смотрите, 2 человека. Справляются со своей работой полностью, поэтому мы пришли на эту ярмарку. Думаем, что еще найдем работников себе. Да, у нас аэропортовая деятельность. Вообще у нас вакансии на текущий момент разные. Инвалидов мы принимаем. Юрист в контрактную службу. То есть туда тоже можно принять инвалидов. У нас вакансии есть, в принципе. Да, мы принимаем. И на данный момент у нас работают инвалиды. Компания индивидуального предпринимателя Буякова специализируется на уходе за лежачими больными и инвалидами. Тут как раз требуются специалисты широкого профиля. Знание компьютера приветствуется. Да, мы его возьмем. У него есть устойчивость, стрессоустойчивость. Он пойдет по ученикам, как и социальный работник. Мы будем обучать его. А там уже и дальше, как будет разбиваться, мы поможем, конечно, и в семейном, если ты что-то нуждаться будет. Если кто-то не успел, не смог подобрать подходящую вакансию, может подойти напрямую в Центр занятости, не ожидая следующей ярмарки. Управление образования города Якутска совместно с общероссийской общественной организацией «Общее дело» внедряют новые формы борьбы и профилактики злоупотребления наркотиков, табака и алкоголя. Практически во всех школах города Якутска идут классные часы на основе новых интересных мультимедийных материалов. А 15 мая после школьных этапов прошел городской турнир «Что, где, когда» по здоровому образу жизни. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. В городском турнире «Что, где, когда» по трезвому, здоровому образу жизни приняли участие 15 лучших команд из самых разных школ города Якутска. Эмоции в зале кипели. То громкая радость команд, которые правильно ответили, то сожаление, если подкачали знания. Любой психолог скажет, что эмоциональное подкрепление информации очень мощно способствует ее закреплению в этот момент. А это уже говорит о том, что большинство из этих детей никогда не окажутся в плену пагубных привычек. Победителями турнира стала команда Дворца детского творчества. 2-е место заняла команда 20-й школы. И 3-е место завоевали ребята со средней школы номер 5. Но здесь важна не победа, а участие, потому что все эти ребята трезвенно просвещены. Турнир был очень интересный, было высокое качество проведения.
нашли школу, да, выдали все места, был большой проектор, хорошо звучало, были колонки, и в целом очень понравилось само мероприятие. Также вопросы были очень интересными и познавательными. Было интересно играть, из-за множества команд, высокой конкуренции. Мне понравилась атмосфера самой школы. Дружелюбные ребята, которые проводили у нас здесь специально. Спасибо. На этом сам конкурс не заканчивается. Следующий этап проекта будет волонтерский в начале учебного года. Волонтеров из школ города Якутска соберут на слет, где они пройдут мощную подготовку у сильнейших тренеров, коучей России. Одним из них является Дамир Нигматянов, тренер топ-менеджеров крупнейших корпораций России. Напомним, 30 января 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением образования города Якутска и Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Петрович, у меня к тебе снова утренний вопрос. Знаешь ли ты, какой газ может изменить твой голос до неузнаваемости? Ну, это же просто все. Взял шарик гелевый и начал. Помню, я тут экспериментировал. Да, это было. И если гелий делает ваш голос мультяшным, то, например, гексафторид серый сделает его злодейским. Пробовал, нет? Нет, я даже не знаю, где такой газ-то найти. Ну, давайте посмотрим сюжет, может быть, там подскажут. Многие наши телезрители, посмотрев «Якутский голубой огонек» 31 декабря, наверняка обратили внимание на красивую и нежную девушку с невероятно сильным голосом. А зовут певицу Мария Шапошникова. Она выпускница Высшей школы музыки, воспитанница Онегины Иллиной. Желание петь у Марии родилось еще в раннем детстве, и этому поспособствовали ее родные. Ее дядя по материнской линии Захар Степанов – первый профессиональный композитор Якутии, а отец Василий Шапошников – популярный певец 90-х, солист вокального ансамбля «Сардана». Так что других вариантов при выборе профессии у нашей героини даже не было. Однажды я в телевизоре маленькой девочкой увидела исполнение одной известной певицы, к сожалению, не помню, как ее сейчас зовут, но она пела академическую песню, по-моему, Сара Брайтман. Вот, ее песню запомнила. И мне, конечно, захотелось петь так же, как она. Ну, так сейчас можете так петь? Да. К большому счастью оказалось, что у меня именно такой голос, что у меня высокая сопрано оказалась. Напомним, что тембры женского голоса имеют 3 вида – меццо-сопрано, сопрано и контральто. К примеру, у знаменитой Монсеррат Кабалье, так же, как и у Марии, сопрано. Испортить можно легко и просто, и нельзя вот на улице, на холоде много разговаривать. Вообще много разговаривать певцу опасно. Мы даже молчим. В день спектакля можно вообще не разговаривать. Как ни странно, нельзя нам много чего есть. Например? Холодное, мороженое, например, горячее слишком тоже мешает. Самое распространенное заблуждение, будто на связки чудодейственно влияет пара сырых куриных яиц. Таких народных средств нам не рекомендуют. Нужно, чтобы все было естественно, по голосу. Главное высыпаться, правильно питаться. Вот наши простые критерии. Но у всех оперных певцов есть золотое правило – распеваться перед выступлением. Вначале просто мычать себе под нос, затем пропевать гласные, потом петь легкие композиции, далее их усложняя. Но мы не могли не вспомнить про известную всем забаву менять голос при помощи гелия. И, кстати, гелий для связок абсолютно безвреден. Но эффект мультяшного голоса после гелия длится примерно 10 секунд. Газ выдыхается вместе с речью, постепенно восстанавливается родной тембр. Вот уже почти родной тембр.
Уже другую арию, партию половецкой девушки в опере «Князь Игорь», наша героиня будет исполнять 22 февраля. А 2 марта ждите на сцене театра оперы и балета спектакль «Дон Жуан», где Мария Шапошникова вновь поразит всех ценителей оперы своим красивым и сильным голосом. Как мы знаем, в этом году отмечается столетие со дня рождения великого якутского музыканта и композитора Гранта Григоряна. И в эти дни в Театре оперы и балета проходят творческие вечера, посвященные этому юбилею. А 19 мая состоится гала-концерт из произведений Гранта Григоряна с участием гостей из Армении, один из которых сегодня уже у нас в гостях. Позвольте представить композитора, председателя Союза композиторов Армении, профессора, заслуженного деятеля искусств Армении Арама Арамовича Сатяна. Доброе утро. Доброе утро. И заслуженного деятеля искусств Кирилла Афанасьевича Герасимова, он также является председателем Союза композиторов Республики Саха-Якутия. И заслуженного деятеля искусств Республики Татьяна Владимировна Павлова Борисова, она является кандидатом искусствоведения и координатором этого юбилейного мероприятия от Министерства культуры и духовного развития Республики. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот, как мы уже говорили, 19 мая состоится гала-концерт с участием гостей из Армении. Какую программу вы подготовили? Так, ну, эти дни проходит ряд мероприятий, посвященных юбилею Григоряна. Вот вчера у нас в Театре оперы был балет. Завтра оперетта «Цветок севера». И вот в воскресенье в 5 часов мы всех приглашаем на гала-концерт Гранта Арамовича Григоряна. А на этот концерт приглашены театром гости из Армении. И с их участием пройдет концерт мастеров искусств Якутии. И на концерте, вот как я сказал, будут участвовать гости из Армении. Это исполнитель Нандадуки, вокалистка и дирижер также в качестве исполнителя с оркестром, гости из Армении. И на концерте будут представлены в начале камерно-вокальные сочинения Григоряна и камерно-инструментальные. Далее будет исполнен скрипичный концерт Гранта Арамовича, солист Афанасий Герасимов. И далее будет участвовать хор театра. И будут исполнены номера из оперы «Лакут Нюркусун» и также хоровые произведения Гранта. Давайте напомним нашим телезрителям, кто такой Грант Григорян для Якутии. Грант Григорян – это классик якутской профессиональной музыки, один из ее основоположников наряду с Марком Николаевичем Жирковым, якутским композитором, которым вот буквально совсем недавно мы отметили 125 лет. Если Марк Николаевич работал в основном в вокальных жанрах, это песня, вокальные обработки, сочинения для оперного театра, то Грант Арамович прежде всего продолжил традиции Марка Николаевича в оперном жанре, в балетном жанре и развил симфоническую инструментальную музыку, сделав огромные шаги вперед в этих направлениях, в этих жанрах. И своей работой он показал последующим поколениям композиторов Якутии, как работать с якутским музыкальным фольклором и из него рождать новые сочинения. Потому что до Гранта Арамовича в Якутии не было такого развитого симфонического музыкального языка. То есть оркестр Якутии, его почти не было, и он не умел играть якутские произведения. Их не было. Не было якутской музыкальной литературы для этих жанров. Грант Арамович совершенно великолепный музыкант. Он выпускник Московской консерватории. И вот знаменитый Родион Щедрин, муж Майи Плесецкой, всемирно известной балерины, был его младшим соратником по учебе, и он восторгался, восхищался его сочинениями и вкладом Гранта Арамовича не только в якутскую музыкальную культуру, но и вообще в музыкальную культуру России, СССР и мира. Потому что Грант Арамович писал не только на якутские темы, у него был доякутский период, это были армянские сочинения, сочинения на фольклор других народов, да, и
Приехав сюда, он увидел, что огромная целина для работы, и он с жаром взялся вот за сочинение музыки, для изучения фольклора, объездил всю республику, и вот роскошество мелодий, сочетание ритмов юга, солнца, виноградной лозы, нашего мороза, это все воплотилось в его сочинениях. Вот Они так он как изумительны. раз посмотрел на Рамрамыча. Вот вопрос, наверное, к вам, да? Вы в Якутии первый раз или бывали? Первый раз. Как впечатление, что удалось уже посмотреть, посетить? Фактически за один день мы, точнее группа, так сказать, наша, в которую входит известный наш дирижер, заслуженный деятель искусств Армении, Рубен Асатрян, солистка оперы и балета Диана Арутюнян и очень хороший дудукист, можно так сказать, который объездил Весь мир, наверное. весь мир, несмотря на свой молодой возраст, 28 лет. Я его прямо как из Египта приехал, и я его сюда привез. Значит, мы посмотрели, во-первых, спектакль о музыке. Очень интересно было. Прекрасные дети, которые... Выпускники Якутской балетной школы, да? Да, выпускники Якутской балетной школы. Очень развит у вас, значит... Профессиональное музыкальное искусство и балетная школа. А приедет ли музыка Григоряна в Армению? Знаете, он немножко мало звучит. Ну, сегодня профессиональная музыка очень мало звучит во всем мире. Но я думаю, что это будет повод после ознакомления с большим произведением Ранта Арамовича. Наверное, мы сделаем что-то такое интересное уже в Армении. Надо подумать, я уже говорил с министром, что возможно сделать, потому что это наш соотечественник. И что мы увидели вчера, кроме всего этого, кроме искусства? Ледоход. В жизни я не видел ледохода. Это удивило меня. А где удалось его? В Покровске, видимо, застать, да? Не знаю, куда повезли, поскольку я не знаю. Табагинский мыс, да? Татьяна, писал скажите, вот пожалуйста. об этой северной природе, его знаменитая песня «Сахамсири Барахсан», это лирический гимн Якутии. Ее знает каждый житель нашей республики. Татьяна, очень коротко, скажите, какие еще мероприятия, посвященные вот столетию Григоряна, будут проводиться в течение года? С начала года у нас идет серия мероприятий. Это не разовая вот акция, цикл вечеров, который сейчас проходит в оперном театре. У нас состоялся конкурс поющих мужских ансамблей, поющее мужское братство, республиканский конкурс, фестиваль хоровых коллективов, идут лекции, беседы в музыкальных школах республики, конференция прошла республиканская. И впереди у нас с нового сезона эти концерты продолжатся. Что ж, огромное спасибо. Да, за то, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать успешного проведения столетнего юбилея Григоряна здесь, всех мероприятий, которые запланированы. И поздравляем с годом театра в Российской Федерации. Большое спасибо. Спасибо. Я тоже думаю, что очень хотелось бы, чтобы больше зрителей было на гала-концерте 19-го, Да, приглашаем зрителей. где будет звучать и моя музыка. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир нового дня на канале НВК Саха. Сегодня 17 мая, день недели, пятница. Впереди ждут долгожданные для некоторых выходные, после того, как все расслабились после майских праздников. А вот немножко из истории, чем этот день интересен. Так, впервые в этот день, в 1861 году, была показана цветная фотография. А еще 17 мая, 30 лет назад, на территории Московского Кремля был найден клад. Строители тогда нашли серебряные украшения, слитки, датированные аж 13 веком. А еще 17 мая знаменательно в нашей республике. Ну, я так считаю. Ведь в этот день, свой день рождения, отмечает золотой голос республики, диктор, теле- и радиоведущий, наш коллега и друг Эдуард Рудых. Эдик, мы тебя от всей души поздравляем, желаем тебе всего самого хорошего. Да, поздравляем, присоединяюсь полностью, поздравляем. Мы с Эдиком все-таки вместе работали, но не. И дежурили вместе. Ну а теперь немножко о том, как проходит ледоход на территории республики.
Ледоход на Лейне достиг города Якутска. Уровень воды у города 227 сантиметров при критическом 827. Это на данные на 4 часа утра. За 4 часа уровень воды поднялся всего на 21 сантиметр и наблюдается средний ледоход. У Кангаласа начинается подвижка льда. Уровень воды там вырос на 28 сантиметров за 4 часа и составил 435 сантиметров, при критическом 1000. На реке Алдан ледоход наблюдается у метеостанции Верхоянский перевоз, где уровень воды 1019 сантиметров, при критическом 1300 сантиметров. Изменение за 4 часа плюс 38 сантиметров. На реке Вилюй густой ледоход у Вилюйска. Уровень воды за 4 часа вырос на 21 сантиметр и составил 713 сантиметров, при критическом 1050. На реке Адыча случился затор ниже поста. У села Усть-Чаркы уровень воды снизился. На реке Колыма подвижки льда у Среднеколымска уровень воды за 4 часа вырос на 38 сантиметров и составил 696 сантиметров, при критическом 1200. У Зырянки Верхнеколымского района вода продолжает падать. На реке Исачная ледоход у села Нелемное Верхнеколымского района и уровень понижается на 35 сантиметров за последние 4 часа. На реке Березовка у села Березовка уровень за 4 часа понизился на 6 сантиметров, там 813 сантиметров при критическом 1000. Отслеживайте движение ледоходов в спецпроекте наших коллег с телеканала Якутия-24 в разделе «Паводок 2019». А между тем, с наступлением теплых дней при отдыхе на свежем воздухе повышается риск стать жертвой клеща. Хотя принято считать, что Якутия не относится к ареалу клещевого энцефалита, но частота нападений этих насекомых на якутян фиксируется ежегодно, охватывая с каждым годом все новые территории. Может быть, вы и не поверите, но в республике на 13 мая, вот буквально, да, статистика, уже зарегистрировано 3 случая укусами клещей. Это в Нерюнгринском районе, ну там теплее, понятно, но и в городе Якутске. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Ежегодно от укусов клещей страдают сотни якутян. По словам специалистов Роспотребнадзора, в этом году они атаковали Кангаласский район. В Якутии по состоянию на 13 мая зарегистрировано 3 завозных укуса клещами с других регионов. 1 случай в Нерюнгринском районе и 2 в городе Якутске. С приходом теплого времени года их число стремительно растет, и пик периода укусов клещей приходится с середины мая до середины или конца июня, в зависимости от погодных условий. В это время клещи активно питаются кровью теплокровных животных и человека для того, чтобы отложить яйца. Чтобы легче и быстрее добраться до крови, они выбирают самые нежные участки – подмышечную и паховую область, шею и грудь. Защитить себя от клещевой инфекции несложно. Главное, собираясь на природу, правильно одеться. Основной принцип лесного дресс-кода – все вещи должны максимально закрывать тело. А в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства. Ежегодно специалисты проводят профилактику в местах массового отдыха и на территории детских, летних оздоровительных учреждений. Как отмечают специалисты Роспотребнадзор, наиболее эффективным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. На сегодняшний день в Якутии привито около 2000 якутян. Перегем, митинг, и
сейчас проживает немало выходцев Верхнеколымского района, многие из которых представители эвенского и юкагирского народов. Для сохранения культуры своего народа год назад был создан этнофольклорный ансамбль «Колымчанки». Вот, собственно говоря, они сейчас выступили, и, честно, мне хотелось пуститься в пляс. Да, и сегодня у нас в гостях руководитель этого ансамбля Татьяна Бандерова, а также вокалистка этого ансамбля Мария Денисова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Скажите, о чем песня была вот только что? О снегире. Песня о снегирочке. Снегирок. Птичка такая. Ага. Есть. Мы, как сказали, ваш ансамбль создан всего год назад, он молодой. А какой ваш репертуар? Ну, мы созданы тоже, нам 1,5 годика всего, да? Ага. У нас в нашем репертуаре тоже юкагирские песни. Уже поем 3 песни, в основном юкагирские, потому что мы как бы наши вот, исчезающую традицию, культуру восстанавливаем юкагирскую, да? Наши деды, прадеды были юкагирами, поэтому решились на такой шаг, ответственный шаг. И поем якутские, русские песни. Вот как раз вы недавно, да, приняли участие в конкурсе «Кочевье Север», да, «Сокровище Севера», да, и вот я смотрю, у вас там есть результаты, вот об этом. Да. Где проходил вот конкурс? Да, до этого мы вот тут в декабре этого года, 2018 года, стали лауреатами, гран-при, обладателями гран-при песенного, 5-го песенного конкурса тут в городе, да, «Эхо тундры тайги». Вот там нас пригласила Мария Белоцерковская, которая была из Москвы, да, «Сокровище Севера». Работает она тоже там. И по этому приглашению мы поехали в Москву. И там тоже очень хорошо выступили. Вот получили специальный приз и диплом. Очень рады, там много знакомств было. Очень классно. Российский, всероссийский конкурс все народов севера России, все собрались. Сибири, Дальнего Востока. Очень большой. Из 26 регионов. Да, выставка России. очень большая, все натуральное. И мясо, рыба, все натуральное. Вот я смотрю, у вас здесь тоже инструмент натуральный полностью, да? Да. Расскажите, что за инструмент? Да, это арфа. Называется, мы сами назвали. Сегодня как раз первое вот показываем, да, впервые, но в Москве она тоже была, прозвучала. Ага, вот под живую музыку. Сегодня никак не получится, но завтра у нас выступление. Кстати, зовем всех, приглашаем. Завтра день музея. Мы выступаем с ИБФУ. 2 часа у нас будет эта презентация арфы. А вообще как яхты. нужно пользоваться вот этим? Она вот такая, вот мастер. Смычок, да, я вижу. Да, вот сперва я хочу вот сказать, вот как бы по совету, по рекомендации нашей любимой Любови Николаевны Жуковой, Людмила, да. Кандидат исторических наук. Да, она нам порекомендовала сделать вот такой инструмент. Мы зимой были в музее музыки, и такой инструмент был какой-то похожий, да, другой только вот. И она вот дала нам совет, и она вот мастера сама нашла. И вот мастера зовут Габышева Руслан Петрович. Вам большое спасибо. И вот такой инструмент, как сейчас не звучит, но как-то вот так, как якутский арфа. Но через усилитель, вот звукосниматель, через колонку подключается, и там звук идет. Завтра все нормально будет, сегодня никак невозможно. Завтра можно будет услышать. Пожалуйста, всех приглашаю. Хотим пригласить всех завтра в Северо-Восточный университет в 2 часа, можете чтобы там послушать, как звучит юкагирский. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за то, что нашли время, пришли к нам, приходите к нам еще, дорогие друзья. На этом мы с вами прощаемся, но программа «Новый день» продолжает свою работу. Через рекламную паузу в этой студии появятся наши коллеги Евгения Арянова и Петр Кулаковский. Мы же прощаемся. После выходных увидимся.